На неделе с 15 по 21 октября 2024 года потребительская инфляция составила 0,20%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,30%. На плодовочную продукцию динамика цен составила 0,11%. На остальные продукты питания – минус 0,31%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели – 0,10%. Снизились темпы роста цен на легковые автомобили. Ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов. В секторе услуг цены изменились на 0,27%, при сохранении удешевления услуг санаториев на минус 0,28%. Малый и средний бизнес может подать заявки на участие в создании инфраструктуры для автотуризма. Корпорация МСП и Минэкономразвития России вместе с регионами запустили по поручению президента специальную программу развития туризма с участием малого и среднего бизнеса. Предприниматели, которые готовы открывать новый бизнес на пути исследования туристических автомаршрутов, могут изучить потребности в создании сопутствующей инфраструктуры на цифровой платформе msp.rf и также подать заявку на реализацию инвестпроектов. В настоящее время представлены более 110 федеральных и региональных мер поддержки для туристических МСП и более 420 специальных объектов недвижимости. МСП сможет привлечь 180 миллиардов рублей под зонтичные поручительства корпорации МСП. До конца года малый и средний бизнес сможет привлечь 180 миллиардов рублей кредитных средств, обеспеченных зонтичным поручительством. Корпорация МСП предоставила банкам-участникам программы 50 миллиардов рублей в виде лимитов поручительств для стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Также дополнительно 40 миллиардов рублей будут выделены по запросам кредитных организаций, исчерпавших лимиты раньше срока. Напомним, механизм зонтичных поручительств был разработан и запущен по поручению президента Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Количество туристических поездок по стране, совершенных за 5 месяцев с мая по сентябрь, по предварительным оценкам составило порядка 42 миллионов. Такими данными поделился директор Департамента реализации проекта в сфере туристической деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша. Цитата. «Традиционно мы летний сезон считаем с мая по сентябрь. Ожидаем, что данные будут превышать прошлый год, и мы достигнем 42 миллионов по итогам большого летнего сезона. Пиковыми месяцами стали июль и август, которые показали по 10 миллионов турпоездок. Это абсолютный рекорд за всю историю статистических наблюдений в нашей стране. Большой потенциал для роста туризма в дальнейшем видим снижение сезонности. Например, летом номерной фонд в целом по стране загружен на 60%. В остальные периоды средняя загрузка составляет порядка 40%. Также важна диверсификация географии турпоездок, сказал Георгий Груша. Отметим, что инфраструктура туризма в Ингушетии активно развивается, предлагая разнообразные маршруты, экскурсии и услуги для посетителей. Местные гостиницы, рестораны и развлекательные заведения стремятся предоставить высокий уровень сервиса и комфорта для гостей. Благодаря усилиям властей и местных предпринимателей, туризм в Ингушетии становится все более привлекательным и конкурентоспособным на туристическом рынке. Этот рост открывает новые возможности для развития экономики региона, создания новых рабочих мест и укрепления культурных связей между людьми разных стран. Завершаем наш выпуск экономических новостей и информации о курсе валют на сегодня.